Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся в Мархинской средней общеобразовательной школе номер 2. Вы спросите, зачем? Да лишь за тем, чтобы испытать на себе вот этот скалодром. Сегодня действительно я попробую лишь это, ну и итогом всего нашего испытания станет некое состязание. Между кем, узнаете чуть позже. Оставайтесь с нами. Ну и обратите внимание, ребята уже вовсю готовятся к тренировочному процессу. То есть мы попадаем в такой самый, знаете, очень интересный момент, потому что разминочка прошла, уже начинается та самая тренировка. Сегодня нас будет инструктировать очень опытный человек, который является членом Федерации скалолазания Республики Саха-Якутия. Это Аарон Лис. Аарон также является преподавателем, здесь тренером, да. В общем, этот человек очень опытный, он уже готов, поэтому давайте приступим. Аарон, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тот самый человек, который знает о скалолазании практически все. Аарон, давайте немножечко поговорим об истории, да. Ну вот, я думаю, ребята пока там справятся без вас, все да? знают, что делать, да, они уже умеют. Хорошо. Аарон, расскажите, как давно вообще стало развиваться скалолазание в республике и стояли ли вы у истоков? Ну, на самом деле нет, у истоков я не стоял, потому что скалолазание, как неофициальный такой вид спорта, довольно давно, еще с 80-х годов. Было. У нас на Еланке есть скальный полигон, там занимались скалолазанием еще наши деды, и Вот это так. уже было. Если говорить подробнее о скалолазании, которое вот внедряется в общеобразовательную программу, да, пока сейчас? Или это все-таки секция дополнительного образования? Сейчас это секция. Сейчас как таковых именно программы, вот именно в Якутии нету. В России они уже внедряются. Есть уже программа именно специально для школ, для скалолазания, которая утверждена. Просто у нас это на этапе развития еще. У нас все скалодромы находятся в школах. Это хорошо. Это вторая школа, 19-я школа, международная арктическая школа и 24-я школа. Ну вот Там практически у нас есть 5 таких пять учебных заведений, действующих. где есть уже скалодром. Да. Этот один из самых свежих, я так понимаю, Это да? один из самых свежих. Он начал действовать в конце прошлого года. В декабре дети начали заниматься. И он по площади самый большой. Да? Ну вот поэтому мы и здесь, дорогие друзья, потому что он самый большой, да? Хорошо, ну вообще идея скалолазания заключается в чем? Вот, ну, логично, это просто вот карабкаться так как-то хаотично, но вот по мне так, ну вот что, ну вот так девочки, например, Вот падают. вспомните себя ребенком. Да. С чего вы начинали вообще ходить? Потом на табуретки залазить. А потом Да. интересно было на стол Нет, залезть. а потом еще было такое развлечение, вот был косяк же дверной, нужно было поставить ногу вот на одну сторону, на другую сторону, и здесь руками, и вот вверх-вниз спускаться. Было Каминная техника лазания. такое. Какая? Каминная техника лазания. Оказывается, я ей владела в детстве, дорогие друзья, каминная техника, да? Вот так. Да, да. Вот смотрите, дети, им только дай куда-нибудь залезть. А. У них это в крови. Но здесь должно быть все под контролем. А и... тут все безопасно. Мы берем энергию детей и направляем их в нужное русло. Вопрос, а взрослые-то могут заниматься же тоже этим? Все могут абсолютно. А ограничения есть какие-то по здоровью, по возрасту? Стандартные физические, то есть можете заниматься физическим спортом, соответственно, можете заниматься на скалодроме. Хорошо, а весовые ограничения есть вот здесь? Потому что мне кажется, все равно как-то тяжеловато будет забраться, или есть такие случаи? Нет, больше 100 килограмм, Легко. пожалуйста. Да, Пожалуйста. только зависит от желания человека. Человека. Да. Хорошо, Аарон, ну и получается, у вас это как секция, сколько примерно длится одна тренировка? Одна тренировка у детей длится 1,5 часа. 1,5 часа? Да. То есть из них минут 15 Из них разминка? от 20 до 30 минут разминка. 30 минут разминки? Да, обязательно. Вот так вот. Во-первых, это все-таки специфичный вид спорта. И есть специфичные упражнения на разминку именно рук. На им уделяется особое внимание. Вот, кстати говоря, друзья, сейчас мы вам покажем небольшой отрывок из именно разминки про те самые руки, потому что действительно здесь руки, да, наверное, работают больше даже, чем ноги, да? Не совсем. Не совсем, да? Вы этого Ну, еще не понимаете. В общем, показать всю разминку 30-минутную мы, к сожалению, не можем, так как время эфира ограничено, но кусочек вы увидите прямо сейчас. Испытано на себе. Так, руки в стороны, локти на уровне плеч, круговые движения. Хотя бы руки надо размять. Ничего себе. И в другую сторону.
Строгий тренер у вас, да, товарищи? Не строгий? Мучает вас тут, да? Признавайтесь. Закончили? Кулак перед собой. Тянем кулак на себя. Ой. Рука прямая. Другая рука. Еще раз повторили. Первую руку в живот. Тянем ладони сюда. Вторая рука. Еще раз. Кажется, палец отдельно. Большой палец в противоположную сторону от остальных. И другая рука. И большие. Вот не нужно. Ну, любимое упражнение. Да? Руки перед собой. Сжимаем, Сложно. разжимаем пальцы. Это тяжело, что ли? А что так страшно? Да? Я же говорю, мучает вас, а вы говорите нет. А что, так долго надо делать? Сколько? 40 минут? Так у вас вся тренировка проходит с этим только И руки упражнением. наверх. Да, внимательно слушаем меня. Стороны. Вниз. Короче, вы хитрый тренер. Стороны. Полностью вжимаем, разжимаем. То есть даже заметил, Теперь что я чувствуется, халтурю. да? Да, теперь сразу другой эффект. Вниз. Халтуришь. Уперли в живот. Полностью прямые пальцы. Вниз отряхнули. Испытано на себе. Вообще, Аран, скажите, пожалуйста, насколько вообще эффективно, да, заниматься вот на таком скалодроме? Вообще скалолазание для детей, конечно, просто поразительно полезно. Во-первых, на стене работают все группы мышц, абсолютно все. Вы постоянно крутите головой, постоянно меняете положение тела. Ноги работают, руки работают, координация, динамика, растяжка. Соответственно, физически это очень полезно для детей. Помимо этого, вам не надо просто так лезть, вы этого не сможете сделать. Надо думать, куда лезть и как расположить свое тело на скале. Дорогие друзья, то есть обратите внимание, все-таки это интеллектуальный вид спорта, Да, правильно? именно. Здесь работает мозг. Ну, действительно, стратегия же какая-то движения должна быть, да? Не хаотично, да? Да. Надо обратить внимание, что на скалодроме ставятся трассы, и трассы ставятся обычно так, чтобы имитировать какие-то движения. И просто так пройти трассу довольно сложно. Но если подумать, куда и как, ставить ноги, куда браться руками, с какой стороны брать зацеп, то тогда можно добиться результата. Так, хорошо. А результаты у нас идут только по вертикальной полосе или, ну, то есть ты должен с точки А добраться до точки Б, то есть это от, грубо говоря, От пола, от до пола потолка. до потолка, правильно Нет. или нет? Нет. Вообще в скалолазании есть 3 дисциплины. Первая дисциплина – это трудность, это вот лазание от низа до верха с веревкой. Есть еще болдеринг. Это сложный вид спорта, не высокие трассы, но очень сложные на координацию, на хватку, физическую да, силу, да. Они без страховки, только маты. То есть страховка осуществляется только с помощью матов. И есть скорость. Скорость бывает классическая, бывает эталонная. Классическая – это просто бегать по стене, мы можем любые зацепы накрутить в произвольном порядке, да, и лишь бы добраться. Есть эталонная. Это зацепы, которые расположены во всем мире в одном расположении, и все зацепы должны быть сертифицированы. Да, потому что есть такое здесь? Нет. Здесь зацепы просто по определенному там, желанию. Здесь зацепы, которые я сделал. Как захотел Аран просто, да? и всё Да, по сути. я просто смотрю на детей, как они могут лазать под Да, их рост, под их потребности в лазании, и ставлю трассы.
Хорошо, то есть вот это примерно, а вот этот градус наклона, он тоже стандартный или это тоже по вашему желанию будет? Ну, не то чтобы по желанию, а скорее по финансовым возможностям. Вот так вот. Можно было бы сделать и через весь зал, и арки, и всяко разно. Дорогие друзья, смотрим. Так, не мешаем спортсменам. Вот видите, вот это зацеп, да? То есть вы их... Это зацепы. А. Они прикручиваются специальными болтами к скалодрому. Внутри скалодрома специальные мебельные бульдоги, их называют, мебельная гайка. то есть и вы медленным. выкручиваете и все это переставляете? Это можно переставляться. А как часто вы переставляете? Обычно для соревнований снимается весь скалодром и ставятся специально для соревнований трассы. После этого ставится. В данном случае я добавляю новые трассы. Есть еще запас зацепов, и я, соответственно, как только... Я понимаю, что есть уровень детей, которые начинают лазать лучше, им надо что-то новое. Ну и вообще дети устают от одних и тех же трасс, поэтому я добавляю. То есть вот здесь они имеют какое-то определенное название, да, или это просто так для красоты? Вот, допустим, этот, но есть в виде каких-то рыбок, я смотрю, это Это так. просто для детей, для красоты. Зацепы единственное, что делятся по виду хвата. Есть зацепы активные, которые Покажите, можно что? прям схватиться. Ну, это понятно, движение, да. которое палец закрывает. Есть зацепы пассивные. Пассивные зацепы. Такие как? Такие вот как вот этот. У него нет активной части, его надо брать. За именно него же таким- вообще зацепиться невозможно. Ну, как бы, я держусь. Вот так легко и просто. То есть я даже вот представить не могу, что за это можно как-то удержать. Не, ногой можно встать, а рукой вот нет, да? Есть активная, а есть еще мизера. Вот, типа вот таких вот зацепов. И это тоже Это тоже зацепы, их можно использовать и руками, и ногами. реально, да? Реально, да. Вот там товарищ один чуть не упал, но этого никто не Этого видел. не упал, он просто А задел. что касается вот этих веревок, это для чего? Мы уже говорили, что это страховка, да, или что это? Да, на скалодроме есть, как я говорил, уже несколько дисциплин. В дисциплине трудность используется веревка для страховки. Веревки только сертифицированные. На скалодроме, как и системы, и карабины, все проходит сертификацию. И даже узлы, которые здесь есть, тоже имеют определенное назначение. Это называется узел восьмерка. Это самый надежный узел, он выдерживает самую большую нагрузку. Вот это, Да, восьмерка. можно попробовать его завязать. Научите? Да, я научилась, действительно. Ну, Так, это как-то, знаете, на рефлексе на получается. автомате-то у вас это. То есть узел восьмерка самый... Самый надежный узел. Да, я обучаю детей всему. Это все может пригодиться. Вот узел восьмерка точно может пригодиться, я так Вообще, думаю, в скалолазании столько узлов полезных. да? Я дома сижу, и вот мне надо веревку связать, даже две веревки вместе связать. Никто не знает, бантики начинает вязать. А потом эти бантики, по ходу дела, разваливаются. Да. А для чего вам дома нужны узлы? Я вот не могу понять. Я вот как-то прожила 30 с лишним лет дома без узлов, а вам зачем узлы? Закреплять грузы какие-то, к машине закреплять, повесить веревку, груз подвесить какой-нибудь. Вот куда она. И теперь вот так. Ну, почти восьмерка. А есть же, смотрите, вот. Ну, похоже на восьмерку, ага. Очень похоже. Ну, Я бы на такой не лез, конечно. Про страховку мы поговорили с вами, Аарон, да? И теперь еще же какие-то у нас есть моменты, да? Есть снаряжение, которое используется непосредственно в скалолазании. В данном случае в трудности используется веревка сертифицированная. Чтобы привязываться к этой веревке безопасно, у нас используются специальные обвязки. Обвязки у нас бывают разные. То есть это самая простая обвязка, используется в самых масштабных. Единственное, что она предназначена только для верхней страховки. Хорошо, они должны быть по размеру, я так понимаю? Они регулируются. Все хорошо. Они регулируются. И? К обвязке мы пристегиваем карабин. Карабин, опять же, сертифицированный, с механической муфтой. Еще вот так закручивается муфта. Да, смотрите. он закручивается. Опа. Смотрите, и всё. видите красное? Красное что значит? Опасно. Запрет. Да, закрыли, красного не видно, все хорошо. Это вы детям так объясняете? я так Да, понимаю, именно. Я по вашей поставленной речи понимаю, что вы сейчас со мной разговариваете примерно как с вашими учениками. Но, в принципе, на то мы и начинающие. Это для человека, который лазает. То есть, смотрите, сколько нюансов оказывается. Оказалось бы, стена и стена, залез наверх, спустился вниз, Да, ничего сложного. Потом еще попробуете и скажете, что стена-то оказывается необычная. А вот мы, кстати говоря, за этим-то сегодня и пришли, чтобы попробовать. Но в теории все понятно.
Давайте попробуем испытать все это дело на практике. Самое первое, что мы попробуем, это траверс. Траверс – это горизонтальное движение вдоль пола. Это Первое, то, что делали ребята. Да, в данном случае это разминка. Просто попробуйте, почувствуйте, что это. После этого будем уже говорить что-то детально. Дорогие друзья, я сделаю немножко проще. Я попрошу ребенка сначала показать мне, потому что я пока разговаривала с Аароном, я не заметила вообще, как они это делали. Так, то есть краем глаза. Ну, пожалуй, возьму. Давайте, парень и девушка. Давайте, парень, девушка. Давай. Артем? Это Артем, да? Да. Артем, пойдем. И Алена. Так, Артем и Алена. Артем, вот как посмотрим, как проходит Артем, а вы Начинаем прокомментируете, да, вообще, что не Траверс так? с Идите. этого конца до того. Траверс. Да. Траверс – горизонтальное движение вдоль пола. А можно боком, можно лицом, да, к стене, можно боком. Ну, на самом деле, это зависит от расположения самих зацепок. Это еще зависит от того, в какую сторону они повернуты, на какой высоте они Так находятся. они же, наверное, выучили уже эту траекторию. Нет, не так все просто. Так, я уберу пока волосы. Я так понимаю, что моя шикарная прическа здесь сегодня не пригодится. Итак, ну, в общем, задача цепляться как можешь, правильно? Где-то руками, где-то ногами. Вот я смотрю, Алена подтягивается на руках. Такое тоже допустимо, да? Ну, на самом деле, в скалолазании нужны ноги, а не руки. Да? Да, у нас ноги сильнее, чем руки. Поэтому пользоваться надо ногами. А руки нам нужны только для баланса. Так, ну что, я пошла тогда? Короче говоря, ноги и руки, да? Что мне уже больно как будто бы. Больно смотреть на это. Аарон уже смеется, понимаете? Потому что он, видимо, понимает, что я никогда в жизни этого не делала. Но я должна. Вы знаете, я для этого же сюда и приехала. Программа же как называется? Испытана на себе. Не попробуешь, не уеду. Так, Аарон, ну смотри, ну а что сделать-то? Тут по росту мне ничего не подходит. За это тогда цепляюсь? Ой, Но мамочки! На самом деле, Я неправильно иду, Аарон, надо, да? да. Провал! Идем с того же места, откуда упали. Не- Задача просто попробовать, что это такое. Здесь попробуй. Потом, чтобы понятно было, я Короче, скажу, я на чем схитрю. надо ориентироваться, на что именно Я обращать немножко внимание. схитрю. Ну вот здесь я понимаю, что я могу. Ой, мамочки, у меня еще кроссовочки хорошие. О, я куда-то высоко пошла, я боюсь. Нет, не пойду туда. Падать-то надо же. Ой, смотрите, я же могу, Аарон. Видали? Да. Только у меня вот кроссовочки. Фу, жарко стало уже даже тут. В общем, иду дальше, да? Да, продолжаем дальше. Просто Обратите пробуем. внимание, дети сидят и смеются. Потому что они здесь, видимо, частенько бывают, да? А, кстати, как часто дети-то приходят на тренировочку? Детей 3 раза в неделю тренировка. 3 раза? Да. Действительно, у меня руки болят, уже и ногти болят, все болит. Короче говоря, вот так. Ой, я продвинулась. Вот так. Здесь я как по подиуму. О, мамочки. Мамочки. Какие-то веревки тут. Дети, вы видите, какая? Молодец. Я еще ни разу... На это можно наступать? Нет, или нельзя. Нельзя? На железо наступать нельзя. А для чего тогда оно здесь? Вниз надо идти? Или по правилам, наверное, нельзя вниз, да, спускаться уже? Может. Куда угодно можно идти. Главное, не высоко. Ну да. Мы идем траверс. То есть не поднимаемся наверх. А если я застряла, что дальше делать? Думать. Главное, что надо думать. Аарон, теперь с Теперь вашими объясню. наставлениями, да. Теперь объяснил, в чем особенность. Они знают? Они знают, конечно. Да? Ну, У раз нас они- должны работать ноги. Ага. Ноги у нас сильнее. Простой пример, сколько раз подтянетесь, сколько раз присядете. Разница прям в разы будет. Да? Да. Да. Вот. Поэтому нам нужны ноги. Руки нам нужны для баланса. Ага. Поэтому, пример. Вот я могу вот так держаться. Но это тяжело. Руки согнутые, Да. ноги не стоят. Садимся, выпрямляем руку. Я могу спокойно держаться. При этом пользуемся ногами. Видите, как вам повезло с тренером, товарищи? О, добрый. А еще смотрите, какой хваткий.
То есть, короче говоря, у вас работают в основном ноги. Да. А руки мне нужны, чтобы удерживать баланс. Хочу отдохнуть, я выпрямил руку, могу отдохнуть. Есть самая простая техника, с которой можно начинать учиться, это лягушка. Вот таким образом. Шагаем в сторону. Надо отдохнуть, опять же сели, согнули ноги, отдохнули. И так далее. Расскажу еще особенности скалолазания. В скалолазании есть такое понятие, как центр тяжести. Центр тяжести у нас в районе где-то пупка. Соответственно, надо следить за тем, чтобы центр тяжести находился так как горизонтально, так во все плоскости, ровно посередине. Например, если я вешу от стены сильно далеко, центр тяжести далеко, большая нагрузка на ноги, на руки. Надо центр тяжести прижать к стене. А, то есть живот, товарищи, всегда к стене ближе должен Да, быть. так будет легче. Другой момент – плоскость. У нас есть, например, 3 точки опоры. 2 ноги – рука, либо 2 руки – нога. Соответственно, центр тяжести между этими точками тоже должен находиться посередине. Если я пойду сильно далеко в сторону, меня начнет отрывать. Мне нужно, соответственно, центр тяжести смещать относительно точки. То есть, короче говоря, ноги все время в большей степени в В согнутом большей состоянии. степени задействованы ноги, Ноги. Центр тяжести живот все время к прижат стене, к стене и относительно точек опоры находится по центру. по центру. Так, и это золотые правила? Золотые правила. Всем известны. А вот как сделать так, чтобы пальцы не болели? Я вот повисела чуть, уже пальцы А болят. пальцы болят, потому что они работают рефлекторно. Вы, когда пытаетесь лезть, вы используете руки. То есть, если наверх, это значит на руках. А у них тоже пальцы болят всегда, или это привычка такая потом? Это надо научиться полазать. И чтобы пальцы не болели. Да. Вон Но оно если использовать ноги, а не руки, Так, то- хорошо. Ну, то есть можно еще, в принципе, попробовать при ваших советах, да? Да. А вот эта система, когда ты поднимаешься вверх, это вообще другая дисциплина, и тут уже другие, да, советы? то, что мы сейчас делаем, это разминка. Это еще даже не лазание. Да уж. Вот так. Я сегодня думала, что для меня это будет неким развлечением, когда я ехала на эту съемку. Я думала, что будет все очень забавно и весело. Как я часто это слышу. Да. Человек со стороны подходит и говорит: да что тут лезть-то? Ну попробуй. На полтрассе говорит: как дальше, что делать-то? Я уже не могу висеть. Ну все, теперь я... Ноги сгибаем, Я руки шагнула. выпрямляем, Куда выпрямлять? Тихо. поворачиваемся боком к стене. подожди. Боком У нас к стене, таз находится максимально к стене. Шагать можно пошире. пошире. Как, имеете в виду ногой? Да, В сторону, вот так? да. Можно повернуться боком, А я чем не боком сейчас? носок. Важно поворачивать носок именно. Смотрите, Вот этот носок? да. То есть еще какая особенность лазания? Очень часто люди ставят, Да, например, вот я боком. щас так Боком ставлю, да, ставите? да. Вот поставили боком носок, а дальше никуда двинуться нельзя. Вот, да. Потому что носок должен ставиться прямо, чтобы была возможность движения в разные стороны. То есть если я разверну носок, соответственно, не буду тянуться дальше. Мне Если я как-то- поставил ногу боком, то я уже никуда не дотянусь. Вы знаете, я вот недавно побывала тоже на одном из направлений фитнес-стретчинг, и там я удивлялась, почему человек, словно, знаете, змея, как она гнется, как будто костей нет. Сегодня, глядя на Аарона, хочется сказать, что Человек-паук все-таки где-то существует, правильно? Ну и у нас в Якутске он тоже есть, мне кажется. Вот наглядный пример. Человек просто, вот он висит на руках просто. Такое ощущение, что он просто стоит на ногах без помощи рук, и это все происходит на скалодроме. И На самом деле это годы работы, Да? тренировок. А сколько лет вообще вы занимаетесь этим? Я занимаюсь чуть больше 5 лет. 5 лет. Да, А вы становились призером республики? я чемпион республики. Я чемпион города, у меня много медалей, то есть А на городские, дальневосточном республиканские. уровне? Я выезжал на дальневосточные соревнования, но в призы, к сожалению, не попал. А мы все продолжаем осваивать разминку, понимаете? Итак, вы говорите в сторону. Вот так говорите, да? Вот так. Садимся ниже, прям приседаем, Вот так? чтобы рука была прямая, полностью Вот выпрямляем прямая. руку. Вторая рука. У нас иначе центр тяжести уходит в сторону. Берем рыбу выше, Я не дотянусь. а надо ногу поставить
Куда? Опять же, думать надо головой. Оказывается, еще думать надо. Знаете, весь день на работе думала, думаю, приду здесь, поразвлекаюсь. Не тут-то было. Вот отсюда я уже не знаю, что делать. Центр тяжести. Надо сесть, да, сесть. И Ногу ниже, Нету ниже здесь желтая, ниже, есть. Перехватываемся, берем желтую дальше, Вот ногу это? ставим дальше. Стараемся не ходить в крест ногами, потому что это нарушает основное правило. Фу, так, надо отдохнуть. Пальцы болят, все болит. Ребята пока отдыхают. А они молодцы, да, в принципе? Позанимались, отдохнули так. Что хотите, Они лазить лазать хотите? хотят. Идите, милые мои, уступаю. Дорогие друзья, как-то очень хитро смотрят на меня дети. Знаете, с такой улыбкой на лице. Что, мне Они кажется, понимают, они они поним- все понимают. Они все понимают, но улыбка их просто, знаете, думает, что ли меня что-то ждет здесь, какой-то подвох, то ли я реально настолько глупо выгляжу, понимаете, дорогие друзья, но есть свои прелести на этом скалодроме. Берем вязку перед собой, Логично. одеваем ее как штаны. У нас есть 2 ноги и пояс. Так. Кто-то очень худенький был здесь. Для Можно? меня. Ну, тут дети лазают. Да, не тетеньки. Расслабляем пояс, если не залазит. Так. Дальше. Затягиваем, правильно? Нет. Да, как вот это? Задача обвязки в том, чтобы она сидела на талии, не на тазовых костях, не на поясе. Если она выше не поднимается, то мы расслабляем ноги. То есть она должна на животе быть. Да. Мышцы появились, нет, хоть? 3 месяца ходишь. Нет еще? Так, под резинки спрятали. Дальше? Что касается техники безопасности. Снимаем кольца. Нет. Отлично. Длинные цепочки, длинные сережки Нет. могут помешать. Все, что лежит в карманах, все, что может выпасть, убираем. Микрофон. Не убираю. Он не выпадет, Да. он закрыт. Обратите внимание, есть страхующий, есть лезущий человек. А. Между страхующим и лезущим никто не ходит, страхующему никто не мешает. Страхующий, кстати, тоже опытный человек. Это преподаватель этой школы. То есть это не ученик. Все, кто страхует, проходят обязательно обучение. Вот, То есть смотрите, есть- Алена как пошла ловко. Ну то есть вверх-то лезть не так уж сложно, оказывается. В сторону сложнее, нет? Нет, они на самом деле... То, что мы делаем внизу, мы потом применяем при лазании вверх. Вот она достигла вершины и... Ногами упираясь в стену, она спускается, да? Да. Страхующий аккуратно спускает. А есть кто не может забраться туда? Дети практически все это лазают. Это одна из самых простых трасс. Ну, я спросила же не просто так. Будем пробовать? Попробуем? Но ребенка пропустим еще одного, и потом попробуем. Я пока- понимаю, что оттягиваем момент неизбежного. Я пока наблюдаю за техникой, кто за что цепляется. За эти ваши, как правильно? Зацеп. Да. А они вот всегда такие шершавые, да, зацепы? Да, все? они специально Даже- делаются, чтобы за них можно было хвататься. Так. Есть особенные зацепы, которые с одной стороны шершавые, а с другой стороны гладкие. Вот мы видим красный зацеп. Сложнее тогда. Он только сверху шершавый. То есть его можно брать только с одной стороны. Опять же, надо колесить, Так, он пошел. Правее. Это вот товарищ, который занимается 3 месяца. Ну, я смотрю, в основном ходят ребята среднего звена, только с 5 класса. С 5 до 11. И девчонок больше или мальчишек? Так, вот он их поставил на зелененькую, на желтенькую. Ну, пока я, возможно, поделюсь своими эмоциями. Действительно, это только с виду кажется, что это так легко. На самом деле очень сильно болят пальцы. Вот буквально несколько там захватов я схватила, и очень сильно болят пальцы. Несмотря на то, что поверхность шершавая такая, она не поддается вот той самой хватке.
И сложно, очень сложно. То есть я делаю правильно и закрутила. Все, да? Одно из основных правил, прежде чем лезть на трассу, нужно убедиться, что страхующий готов. Для этого есть команда «Страховка готова». И только после утвердительного ответа вы можете лезть. Хорошо. Так. Итак, одно золотое правило запомнила. Страховка готова? Я спрашиваю. Готово. Готова. И, Можем лезть? ну, с Богом, да? Так, как вы мне говорили, надо боком ставить. И, Берем удобные зацепы. Немного а вы мне советуйте, пожалуйста. так. зеленая. Где Рыба. зеленая? Вот это? Рыба Рыба? дальше. Рыба. Мгм. Поднимаем ногу выше. Зеленая. Выше зеленая. Вот это? Да. Встаем. Ногу надо поставить правую. Дельфин. Зеленая. Отлично. Так? Все верно. А дальше куда руки? А дальше надо, да, выше, ногу выше. Мамочки, я же еще высоты боюсь, товарищи. Я забыла предупредить вас об этом. Сюда? Все верно. Не дотягиваюсь. Достаточно. Сильно высоко не надо. Поднимаем ноги. Не забываем, что в первую очередь у нас работают ноги. Зеленый. Правую ногу выше. Так? Правую. Это правая? Ой. Это не правая. Правую ногу на дельфина. Встаем на ней. Поднимаем левую ногу. Отлично. Отлично. Ага. Еще? Еще выше. Куда? Левую на звезду. Куда? Левую руку на звезду. Нога стоит правильно. Левую руку на звезду. Правую на зеленый. Встаем на ноге. Сразу ставим левую ногу. Отлично. Зеленый. Теперь ногу выше. Какую? На зеленый. Правую ногу. Куда дальше руки? Надо встать на правой ноге, и рука дотянется до верха. Я схитрю. Куда дальше-то? Надо думать. Поэтому я и говорил. Тут остался один шаг, как тут думать? Мозг отключается. Надо встать на Дети, ноге. помогите, куда ногу надо? Я не достаю. На правой ноге надо встать. Я не могу. Можно за веревочку? Хвататься во время лазания нельзя. Ну я застряла. Тогда левую ногу поставить на осьминога. Я не могу вообще. Чуть пониже, правая нога ниже. Вот. Да, на кита. Вот, левую. Желтый, Я зеленый. сделала это. Отлично. Все, я висю, а дальше что делаю? Опускаем руки. Ноги в стену перед собой. Спокойно Спускаюсь. спускаемся. Я боюсь уже высоты, товарищи, я только сейчас вспомнила. Какой ужас. Ой, я это сделала. Уху! Ой, так, ну, опять должна поделиться эмоциями. Сразу говорю, моя ошибка была в одном лишь, в том, что я забыла, что я боюсь высоты. Дальше. Без совета здесь бы не справилась, потому что реально, оказывается, нужно думать. Но я от страха просто отключился мозг и перестала думать. Это чисто мое, да, такое восприятие всего происходящего. Ну, а в целом увлекательно, потому что есть определенная цель, до которой ты хочешь добраться. И, в принципе, есть возможность, есть сила, и самое главное, есть страховка. Конечно, без страховки там делать нечего. Так, ну что, в принципе, все понятно, да? Итак, дорогие друзья, я прошла зеленую трассу. Вот эти зацепы зеленого цвета, оказывается, надо было идти только по ним, но я задействовала еще и желтую трассу. Но, как говорят, для новичков, в принципе, позволительно. Сейчас мы устроим то самое соревнование, о котором я говорила в начале нашего сегодняшнего выпуска. В чем заключается соревнование? Ну, в том, что я, человек уже с опытом, попробую посоревноваться с ребятами, с школьниками Мархинской средней общеобразовательной школы номер 2. И, в принципе, они все готовы, они все говорят я, потому что для них это такое, знаете, увлечение. Весь эфир они смеялись надо мной, переживали, они мне помогали советами. Ну, а в соревновании будут принимать участие только двое. Один мальчик, одна девочка. И мы пойдем, как сказал нам тренер, по вот этой
как это, сиреневый цвет, правильно? Фиолетовый. Фиолетовый, видите, я даже в цветах не разбираюсь уже. Хорошо, ну и в чем суть соревнования? Конечно же, будем соревноваться во времени. Кто за сколько секунд или минут, а может быть и часов пройдет эту, значит, трассу. Ну что, знаете, они даже не знают, как я буду выбирать, я сама не знаю как. Хорошо, раз уж меня зовут Даша, есть ли у нас мальчик, чье имя начинается на букву «Д»? А на букву «А»? Артем? Так, идите, два Артема. Артема. Так, это так как меня зовут Даша. Так, хорошо. Следующий. Из двух Артемов теперь выбираю. Хорошо, я родилась в декабре. А из вас кто-нибудь родился в декабре? А вы уже не считаетесь, мальчики. Так, хорошо, в декабре нет. Я родилась 28 числа. Кто-нибудь родился 28-го? А кто-нибудь родился зимой, давайте так скажем? Я. Когда? Ну, значит, ты мой будешь партнер. Один есть. Вот так выбрали одного мальчика. Хорошо. Девочки, у нас всего 3 девочки. Хорошо. Так, девочки, у меня дочь зовут Милану. Есть кто-то, у кого имя на букву М? М нету. Хорошо, дочка родилась летом. Кто из вас летом родился? Девочки. Так, хорошо. Летом нет никого, да? Хорошо, так. У кого из вас любимый цвет черный? У всех? Хорошо, так. Тогда задам непростую задачу. 2 плюс 2 умножить на 2. 6. Первая сказала, выходишь. А почему 6? Ну, 2 умножить на 2, 4, и 4 плюс 2, 6. Да, потому что ты родился. Умножение. И вот так у меня появились мои конкуренты. Итак, как зовут тебя? Артем и Катя. Артем и Катя будут соревноваться со мной, с тетей Дашей. Давай, и у нас есть секундант. Так, секунданту. Итак, Нет, ты можешь желтый использовать? Фиолетовый, вот это желтый тоже использовать. 2 желтых можно, а дальше уже только по ним. ну что, Артем, проходил эту трассу когда-нибудь? Нет. О, Артем тоже Да первый ладно, раз. не скромничай, проходил ты. Так, Давай, не скромничай. на старт, внимание, марш, поехали. Оп. Так, а я пока запоминаю. Давай, вставай. Отлично. Давай, поднимай ногу. Мгм. Давай. Ногу ставь. Отлично. Есть. Стоп! Сколько секунд? 44. 44 секунды. Запомнили все? Всё. Так, Артем, спускайся. Ё-моё, говорит Артем. Так, после таких возгласов не хочется быть второй, поэтому пропустим Катю. 44, Артем. Страховка готова? Так, ну что, секундант. Пошла. Итак, Катюша Давай, стремительно поднимай ногу. рванула. Давай, Так, Катя, давай. Катя тоже ученица 6 класса. Так. Обратите внимание, тактика у нее совершенно другая, да, нежели у Артема. Она где-то даже 2 ногами стоит, Давай, да? поднимай ногу. Ногу поднимай. Отлично. Вставай на ней. Мгм. Отлично. Меняй ногу. Можно наверх. Отлично. Давай, Ну давай, всё, вставай. Это провал. Давай, вставай. Бери синий. Отлично. Все, Есть. стоп! 52 секунды. Катюша, осторожненько. Ногами опирайся. Да? Знаете,
Мне тут ребята говорят, что они почему-то болеют за меня. Ну, это, конечно, очень приятно, но все-таки здесь физические данные превыше всего. Хотя бы 1,5 ставит Артем на меня, вы видите? Вначале можно желтый использовать, дальше фиолетовый. Так. Ну все, дорогие наши Не забываем телезрители, команду. итог нашего эфира сегодня – это не только узнать, что же такое скалолазание, не только познакомиться со скалодромом, познакомиться с ребятами, но и, конечно, вот устроить такое небольшое состязание. Ну, как сказали бы ребята, некий челлендж, да? Правильно? А что это? Не челлендж? А что это? Вот так вот. То есть тут еще и свои термины есть. Ну что, поначалу сказали, можно использовать желтые, а так идти нужно по сиреневым. Секундант, конечно же, будет помогать мне советами тренер, да? Да, ногу поднимаем. Куда? Выше. Сначала используем желтые. Вот. Поднимаем ногу. Надо боком повернуться. Куда повернуться? Другим боком. Вот, ногой. Отлично. Вот так вот. 35 секунд, дорогие друзья. Честно говоря, ну, конечно, не гоже, наверное, соревноваться с детьми. Мне, тетеньки взрослые, да? Но спасибо большое. Одышка такая, тело болит. Ну что, вот на такой замечательной ноте я бы хотела, знаете что, небольшой опрос провести среди детей, но дайте мне немножко отдыхать. Итак, дорогие друзья, вот такие несколько часов увлекательные, полезные были проведены в Мархинской средней общеобразовательной школе номер 2, но в частности вот на этом скалодроме. Вы стали свидетелем всего, что происходило у нас, но нам нужен определенный итог. И хотелось бы завершить этот эфир небольшим таким опросом у ребят, у учеников. Скалодром это? Сила есть. Скалодром это? Утомление. Утомление. Скалодром это? Качалка. Качалка. Счастье. Счастье. Скалодром это? Ум. Ум. Молодец какой. Скалодром это? Развлечение. Развлечение. Скалодром это? Выносливость. Спорт. Вот, пожалуйста, вот это итог нашего эфира сегодня. И мы испытали на себе все прелести скалолазания. И, как всегда, мы не перестаем говорить о том, что спорт все-таки это сила, поэтому занимайтесь спортом, приводите такие аналогичные, замечательные спортивные секции своих детей и будьте здоровы. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Испытано на себе.